Здравствуйте, уважаемые телезрители! Всем добрый вечер. Национальная вещательная компания «Саха» предлагает вашему вниманию прямую трансляцию с Центра спортивной подготовки «Триумф», где у нас начинается, в скором времени начнется вечерняя программа пятого соревновательного дня чемпионата России по боксу. За происходящим на ринге будем наблюдать мы, я Власий Сергеев, и тренер юношеской и юниорской сборной Республики Саха-Якутия по боксу Василий Лисица. Я приветствую всех любителей бокса и тех, кто решил, может быть, впервые посмотреть. Напомню, что сегодня мы будем наблюдать за четвертьфинальными поединками. Победители каждой из пар попадают в число призеров и в состав сборной России. Поэтому нас ждут очень такие интересные и напряженные бои в весовых категориях до 56, 64, 75 и до 91 килограмма. Ну и, конечно, мы ждем выхода представителя нашей команды в рамках состязания весовой категории до 75. В первой паре Роман Абутов будет сражаться с Глебом Бакши из Севастополя. Очень интересное противостояние будет. Ну а для тех, кто пропустил доутреннюю программу, у нас в рамках дневной сессии прошли состязания в весовых категориях до 52, 60, 69 и свыше 91 килограмма. Тут мы, конечно же, акцент делали на встрече Михаила Варламова, который, к сожалению, уступил Федору Степанову из Санкт-Петербурга. Ну а сейчас, дорогие друзья, как вы уже поняли, с сегодняшнего дня у нас чемпионат идет на одном ринге, то есть мы сегодня не пропустим ни одного поединка. Все будет идти строго по порядку. По 4 поединка в каждой весовой категории. Сейчас на ринг вышли в красном углу Бахтавар Назиров, представитель Ханты-Мансийского федерального Ханты-Мансийского автономного округа, конечно же, и его соперник в синей форме Василий Веткин. Представляет он Самарскую область. Бахтавар Назиров у нас является действующим чемпионом России. Он лидер нашей сборной. Ну а противостоять ему сегодня будет Василий Веткин. Это спортсмен 93-го года рождения. Он является мастером спорта международного класса. Василий выигрывал чемпионат России среди взрослых в 2016 году, в 2015 году, который проходил в Самаре. Также, выступая еще по юношам и юниорам, он достиг довольно хороших результатов. Он даже был участником первых всемирных Олимпийских игр, которые проходили в Сингапуре. В общем, мы начинаем смотреть бой. Как говорится, все, что до этого было у ребят, несмотря на то, какие победы они держали, сейчас уже не имеет никакого значения. Да, все решается прямо сейчас и прямо здесь и сейчас, да. Поединок двух мастеров мастеров спорта международного класса. Нас с вами ждет очень интересный поединок. Ну что ж, видим то, что Веткин, наступает в своем стиле, идет вперед. Вот, Назиров хорошо ударной рукой. У нас получается противостояние левши с правшой. Это всегда очень интересно. Вообще не очень удобно боксировать с левшами. Но сейчас очень много спортсменов, именно боксеров, которые работают в стойке левши. И поэтому практически каждый в тренировочном процессе каждого боксера специально уделяется этому большое внимание. То есть проходят, изучают, совершенствуют технико-тактические действия против боксера левши. И в этом поединке мы узнаем, насколько развит этот компонент у Назирова. Меньше минут остается боксировать в первом раунде. Вот Василий пытается атаковать, но, к сожалению, на каждую его из атак Бахтавар очень четко встречает. Пока это у него получается лучше, чем атаки Василия. Он подключает ноги. Ну, мне так кажется, задача Василия — это столкнуть Бахтавара, навязать такой плотный бой. Единственное, мне почему-то пока непонятно, почему нет ударов по корпусу.
Да, учитывая то, что как раз-таки вот Василий левша. Да, Ну, пока видим, да, то, что Бахтавар Назиров контролирует дистанцию передней рукой и также подключает и ударную руку. Ну, а сейчас давайте послушаем, о чем будут говорить в углах. лучше. Счет пока не ведет. Чемпион европейских игр в Баку. Чемпион вооруженных сил России 2018 года. Тренируется под руководством Рустама Владимировича Черепанова и Рамиза Гадиева. Давайте посмотрим лучшие моменты первого раунда. Но Бахтавару порекомендовали быть более спокойным и сохранять спокойствие на протяжении всего боя. Ну, видим, Василий Веткин во втором раунде будет также работать, стараться идти все время вперед и пытаться навязать. Вот один из немногих ударов, атак, которая доходит до цели. Но он тут же пропускает в ответ. Вот хорошо прошел удар с левой по голове. Еще один удар навстречу. Пока, да, получается останавливать атаки Да, Василия. то есть каждое движение вперед Бахтавар Назиров контролирует своей передней. Ну и на такой скачок Василия он его встречает с ударной руки. Вот здесь хороший встречный удар в голову. Пока непонятно, почему практически отсутствуют удары по животу со стороны Василия Веткина. Ведь он левша. И обязательно подвижного боксера нужно атаковать по животу. То есть сбить дыхание и в какой-то мере, да, Замедлить, да, его замедлить, передвижение. конечно. Ну да, видим, что Василий продолжает, да, атаковать исключительно Голову. Да, в голову. Здесь еще один удар доходит, но Назиров закрыт жестким блоком. Еще один удар с левой руки. Тут же пропускает в ответ. Вот немного они взвинтили темп. Не успевает Василий отвечать. Снова атака, но все в блок. Но вот Назиров решил попробовать побоксировать на дистанции Василия. И пока у него это тоже неплохо получается. Вот еще один удар слева проходит. Я вижу первый удар. Да, первый удар по корпусу в исполнении Василия Веткина. Ну, надо сказать, что этот раунд он проводит заметно лучше, чем первый. И многие из его ударов доходят до цели. Он стал ловить навстречу. В синем углу ринга готовится к продолжению боя. И так скажем, если даже он не выиграл этот раунд, то он его сравнял примерно. Нету такого явного преимущества. Мастер спорта международного класса. Послушаем, что говорят секунданты. Ничего не придумали, все то же самое, давайте делать. Считаешь, что полностью все вовремя, только чуть-чуть счастливо, спокойно, для себя подбери, понял? Подбираешь, вот подбери сбоку немножечко, понял? Подбери, остальное все ничего не придумали. Короче говоря, третий раунд все решит. И вот мы слышим, что Василию говорят, чтобы он был более собранным. И что третий раунд все решит. Наверное, так и будет.
Бахтавару Назирову Все то же советую, самое, да, делать все то же самое, также работать. Я думаю, что секунданты, наверное, уверены, что бой пока идет в их сторону. Действительно, первый раунд они выиграли, но второй раунд был уже такой более ровным. И мне кажется, не стоит сейчас сильно расслабляться. Вот проходит удар от Василия Веткина, боксера синего угла, представляющему Самарскую область. Вот несколько хороших ударов. И да, мы в предыдущие дни, да, вот чемпионата говорили, Василий, с вами о том, что, да, вот иногда боксеры вот сохраняют, да, ну, в энергосберегающем режиме проводят третий раунд, но есть риск, да, вот выйти с таким настроем и проиграть. Конечно, но в основном секунданты рекомендуют быть просто более аккуратными, более собранными. Тем более, если ты ведешь бой, то сильно не нужно ничего доказывать, не нужно рвать, потому что, во-первых, это большой энергорасход, и к следующему бою ты можешь просто не восстановиться. А во-вторых, это всегда, скажем, такой риск получить травму, рассечение. И в той же самой такой очень плотной работе, да, так выражаясь образно, зарубе, да, когда идет обмен ударами, когда ты много атакуешь, есть очень большой шанс пропустить сильный удар. Поэтому обычно просят боксера действовать более рационально, не спешить, ничего не доказывать. Ну вот сейчас примерно то же самое посоветовали, наверное, Бахтавару Назирову. То есть продолжать работать в том же ключе, все неплохо получается. Но вот здесь Веткин достает уже несколько раз хорошо и в корпус, и в голову. По-моему, отличный бой. В таком очень высоком темпе, очень плотный. Пауз практически нету. Да, постоянно в контакте, да, боксеры. Они находятся вот на той дистанции, когда каждый из ударов может достигнуть цели. То есть им не нужно сближаться для того, чтобы нанести этот удар. Они примерно стоят, они одинакового роста примерно. Размах рук у них одинаковый. И вот они как раз таки находятся на боевой дистанции. Вот Назиров пытается встретить с ударной руки. И меньше 30 секунд остается боксировать в этом поединке. Отличный обмен. Смещение от Василия. Тоже включил ноги. Очень хороший джеб. Остается всего лишь 10 секунд. Бой очень быстро пролетел. Еще одно попадание. Отличный бой. И мне кажется, это вообще очень хорошее начало сегодняшней вечерней программы. Да, хотелось бы... Вот мы видим, секундант недоволен. И вот вы слышали, да, секундант говорит, зачем ты лезешь вперед, когда можно посечься. Ну и мы сейчас узнаем, кто же из этих ребят проходит в полуфинал. Да, хоть и секунданты были недовольны, но все-таки победа присуждается их боксеру. Бахтавар Назиров, представитель Ханты-Мансийского автономного округа, выходит в полуфинал в этой весовой категории. Мастер спорта международного класса, двукратный чемпион России, чемпион европейских игр в Баку. Выходит в полуфинал. Его соперник будет выявлен уже в следующем поединке, который нас ждет с вами в вечерней программе. Ну и сейчас мы видим яркие моменты третьего раунда прошедшего поединка. И, конечно же, действия спортсменов и эмоции секундантов, тренеров. Ну а в ринге у нас следующая пара. Это Эдуард Абзалимов, представляющий Челябинскую область, и Оганесян Овик, представляющий Московскую область и Хабаровский край. Эдуард Абзалимов — это, наверное, один из самых опытных спортсменов на этом чемпионате. Он 1984 года рождения, чемпион Европы, неоднократный чемпион России.
Заслуженный мастер спорта, если не ошибаюсь. Да, все верно. Заслуженный мастер спорта. И ему будет просто противостоять Мастер спорта международного класса Овик Оганесян, который представляет Московскую область и Хабаровский край. Ему 26 лет. Он призер в прошлом чемпионате, который прошел в Чечне, вошел в число призеров чемпионата России. Но я знаю, что Овик до этого у нас одерживал победу на чемпионате России. Честно говоря, не помню, это, по-моему, было 3 или 4 года назад. Он завоевал золото чемпионата. Также в 2015 году он выходил в финал, кстати, против Василия Веткина. И тогда за счет рассечения он проиграл. После первого раунда у него открылось сильное рассечение, и бой был остановлен. Также он был участником чемпионата Европы. Но все это было в весовой категории до 52 килограмм. Он сменил весовую категорию и в прошлом году дошел до полуфинала. И сейчас он снова борется за выход в полуфинал. Достойные друг друга, да, соперники. Очень интересная пара. Мы видим, что пока скорость, преимущество в скорости у Овика Оганесяна, но думаю, что Эдуард Абзалимов очень хорошо будет готов у нас вообще функционально, да, то есть и в таком же примерно темпе, как он начал бы, он его и закончит. Я знаю, что он провел не один сбор вместе с нашим известным спортсменом-профессионалом Сергеем Ковалевым. Они очень хорошие друзья. И наблюдая Инстаграм, я часто вижу, что как раз-таки Эдуард Абзалимов присутствовал на сборах и помогал даже в подготовке Сергею Ковалеву. Меньше минуты остается до конца первого раунда. Хорошо тут левый дотянулся Эдуард. Вот здесь Овик достает до корпуса, попадает левой рукой в область живота. Но, правда, последующий удар в голову не дошел, да, до своей цели. Опять же у нас противостояние левши с правшой. По корпусу здорово работает Овик. Да, но пока за счет скорости его удары доходят первыми до цели, да, то есть доходит быстрее, чем удары Эдуарда. И думаю, первый раунд он записывает в свой актив. Ну и послушаем. Да, конечно же, послушаем секундантов. Вот здесь сразу перехват. Длинные атаки нужны эти. Я знаю, что тяжело, надо сделать это все. Заслуженный мастер спорта России. Молодец. Слушай, Сергей Юрьевич, слушай. Лево, вправо, больше, ближе, когда ты стоишь, ты не даешь возможность. Быстрее, лево, вправо, просто культура выбивает. Та-та-та, вбиваешь ногу, влево, вправо, не стоишь ты везде. Давайте посмотрим лучшие моменты первого раунда. Ну что ж, секунданты Эдуарда говорят, что нужно заходить ближе, нужно сближаться, нужно после своих атак уходить с линии атаки, что сделать это будет очень тяжело, но это нужно сделать, чтобы одержать победу. И секунданты Овика довольны первым раундом, просят также его больше смещаться, больше двигаться, не стоять на одном месте, не застаиваться. И тогда, они считают, бой пройдет как раз-таки с его преимуществом. Хорошая скорость у представителя Московской области и Хабаровского края Овика Оганесяна. Одним из первых он приехал в Якутск и прошел хорошую уже акклиматизацию с адаптацией. А вот Эдуард Абзалимов приехал непосредственно перед чемпионатом, буквально за один день. Да, вот
Мы об этом уже не раз говорили, да, Василий, то, что наступает такой период, когда функциональные, но физические возможности, да, вот в кризисе бывает, да, в определенные дни после перелета. Акклиматизация, все это дело, конечно, серьезное. И спортсмен, который вот прошел эту так называемую функциональную, да, яму, у него... Ну, конечно, он будет в бою чувствовать себя Да. намного комфортнее, особенно концовку каждого раунда. Эдуард сталкивает, пытается сократить дистанцию такими, вы видели, легкими ложными ударами и нанести жесткий удар по корпусу. Но Хороший пропускает. прямой. Прямой удар джеб от Овика. Здесь они сближаются. И Овик Оганесян клинчует Эдуарда. По-моему, неплохое попадание было у Эдуарда. Еще раз ловит. Ну, пока Эдуард делает все правильно. Даже такой немного где-то грязноватый бокс он навязывает Овику. То есть его задача минимизировать, да, вот это превосходство в скорости, в быстроте. Ну и пока он с этим отлично справляется. Хотя вот где-то мы видим, что такие двухударные быстрые двойки от Овика, они очень часто проходят. Ну, я не знаю, насколько точно, да, конечно, отсюда не всегда это так видно хорошо. Но, по крайней мере, он выбрасывает эти двойки, и Эдуарду не получается его провалить. То есть он или они доходят до цели, или он их принимает на блок. Но, опять же, этот раунд у Эдуарда намного лучше проходит, чем предыдущий. И он, так скажем, немножко сравнивает бой. Ну и послушаем, о чем будут говорить секунданты. Кидайся на него, постоянно дергай его, только дергай. И бей просто право, прямой, ничего не больше не выдумывай. Дыши. Бей пониже, бей в грудь. Все время. Молодец, умница, умница. Только не ломайся, Овик. Сиди. Только не ломайся, не спинайся, все перед ним не стой, все напрягай, все, хорошо. И скорость, твоя победа это скорость, все. Движение, скорость. Ну, все мы слышали, да, каков рецепт в синем углу, да, у, как говорит секундант Овика, твоя победа, твоя скорость – это ключ к победе. Но, как и слышим, и секунданты Эдуарда Абзалимова тоже довольны этим раундом и говорят, что у тебя проходит правый прямой, не нужно ничего выдумывать, чаще выбрасывать прямой удар с правой руки, и все будет получаться. Еще такую, так, они Овика очень подбодрили, да, можно сказать, сказали: Овик, только не ломайся, и все будет нормально. Постоянно будь перед Эдуардом, но постоянно смещайся и уходи. Но будь с ним рядом. Не нужно от него убегать. Я думаю, вот они как раз таки имели в виду под словом сломаться. То есть не включать заднюю скорость, не уходить с центра, не дать затолкать себя в канаты. То есть Постоянно висеть, да, на Эдуарде. да, не дать повода судьям подумать, что вот Избегает, я устал, да, да, что избегает боя, и отдать, так скажем, инициативу Эдуарду. Очень, по-моему, попадает ему в глаз, да? Ну, Да, по всей посмотрим видимости. сейчас. Ну туда, конечно, понадобится некоторое время. Ну, чтобы Овик Но в любом нормально случае, видел. я не думаю, что это было сделано умышленно. Такое Да, иногда конечно. происходит. Все, вроде бы боксеры готовы. Сейчас посмотрим. Так, А теперь шнурок, да, развязался у Эдуарда. Ну что ж, все вопросы решены. Поединок возобновляется. попадает Эдуард в корпус. Я вижу у Овика, по-моему, разбит нос, или это рассечение в области
носа. Да, вот здесь Эдуарду приходится идти вперед. Ну, не попадает Эдуард. Да, и попадает, то есть в таком приходится идти на риск и то есть проходить эту дистанцию за счет того, что он сам пропускает удар, но доносить свой удар не получается. Также он сталкивает, остается боксировать нам целую минуту. Снова удар в корпус. Сейчас он получит предупреждение за опасное движение головой. Активизировался очень под конец этого Вот раунда хороший. Эдуард. Очень хорошо подловил сейчас как раз передней рукой на оттяжку. Еще один удар в живот. В И голову. тоже здорово. Левая рука. Ну, неплохо Налетает. получается, да. Вот чуть-чуть не достает Овик. Еще одно попадание со стороны Эдуарда Абзалимова. Итак, у нас снова что у нас? Пояс. Ну, Просят, да, заправить поправить, майку. чтобы четко было видно разделительную линию на шортах. Снова сталкивает, ждет момент. И сейчас будет он, наверное, атаковать с ударной руки. Отлично. Ну и последние секунды Да. этого поединка. Вот 10 секунд. Еще одно попадание мы видели. Ну и все, бой завершен. Ну что ж, концовку до поединка, концовку третьего раунда, да, Эдуард, как провел? В таком очень в агрессивной манере, но в принципе это и ему и нужно. То есть боксировать где-то на дистанции, красиво передвигаться. Тогда, конечно же, преимущество будет на стороне Оганесяна Овика. По-моему, техника, тактический рисунок боя у Эдуарда был очень правильным. Но сейчас посмотрим, как оценили судьи этот бой. Тяжелое решение ждет. Победитель данного боя будет объявлен по окончанию соревновательной программы. Да, итог этого поединка будет выявлен после просмотра видеозаписи. Конечно же, нельзя сказать, что у одного из спортсменов было какое-то явное преимущество. И если первый раунд, конечно же, остается за Овиком, было видно, что он за счет своей скорости он быстрее доносит удары, да, то есть он не дает попасть по себе, то второй, третий раунд они прошли очень довольно в такой плотной манере, но возможно где-то за счет активности преимущество было на стороне боксера из красного угла. В любом случае, я думаю, что судьи примут правильное решение, и в полуфинал весовой категории до 56 килограмм в полуфинал против Бахтавара Назирова выйдет сильнейший спортсмен. Да, думаю, максимально объективная оценка будет, тем более учитывая, что после пересмотра, да, видеозаписи. Ну что ж, это у нас следующая пара. На ваших телеэкранах сейчас в красной форме Руслан Белоусов, представитель Москвы, его соперник в синей форме Алексей Москвин из Ульяновской области. Руслан Белоусов, представляющий Москву, да, он 98-го года рождения, является мастером спорта, финалист чемпионата города, то есть Москвы 2017 года, и принимал участие в чемпионате прошлого года. Его соперник Алексей Москвин представляет Ульяновскую область, 94 года рождения, также является мастером спорта, чемпион Кубка России в составе сборной Приволжского федерального округа 2018 года и чемпион вооруженных сил, победитель чемпионата вооруженных сил России 2018 года.
Вообще Кубок России возобновили этот кубок, он продолжительное время его не проводили, то есть порядка 15 лет Кубок России не проводился, и вот его в этом году снова возобновили. Кубок России — это командное, да, так скажем, командное первенство, командный чемпионат, который проходит среди федеральных округов, и победитель выявляется за счет общего количества победителей команды, то есть стенка на стенку боксируют друг против друга федеральные округа или, например, города федерального значения. То есть у нас всего 10 весовых категорий, проходит 10 боев, и победитель определяется по сумме побед. Например, если в 6, скажем, боях из 10 одержала победу одна команда, соответственно, даже несмотря на свои поражения, она побеждает в этом она матче. побеждает, да, она побеждает, и все проходят. Я, к сожалению, не следил за этим кубком, знаю, что команда Дальневосточного федерального округа, к сожалению, потерпела сразу же поражение в первом круге, и вылетела из борьбы. Но вот команда Приволжского федерального округа оказалась сильнее всех остальных. И сейчас мы смотрим удар Алексея Москвитина, доходит до цели, он сталкивает своего более молодого соперника, постоянно держит у канатов в хорошем напряжении, идет вперед, но опять же контролирует дистанцию передней рукой и пытается встречать на каждый выпад своего оппонента. Он выбрасывает удар, встречный удар с правой руки, со своей сильнейшей руки. Как в последнем моменте, да, вот по корпусу сразу. Да, сейчас встретил неплохо здорово. у него прошло. То есть отчетливо видно, он идет вперед. И в момент, когда бросается соперник, он пытается встретить его. Заканчивается раунд. Окончен. В красном Владимире Послушаем, что посоветуют секунданты своему спортсмену. Корми, корми, корми. Прикормил туда левый сбоку. Только не наскакивай на него. Я тебе сказал, передняя рука. Ну что ж, больше ударов с передней руки просят наносить Белоусова Руслана. Итак, выражаясь боксерской терминологией, корми его, то есть чаще доноси свои удары с передней руки до цели. Посмотрим, как справится с этой установкой Руслан. Итак, второй раунд, дорогие друзья. Посмотрим, как будет работать, да, передняя рука Белоусова в этой трехминутке. Вот по корпусу прямой удар проходит. Пока мне, честно говоря, такое ощущение создается, что Москвин Алексей бой контролирует. То есть он грамотно сталкивает, держит своего соперника в напряжении, провоцирует его на такие наскоки, да, то есть необдуманные, не подготовленные атаки. То есть он его держит в напряжении, сталкивает в канатах, выжидает момент, когда соперник на него бросится, и в этот момент он его пытается встретить. Вот сейчас мы видели, встречает он то с левой, то с правой руки. И если есть такая возможность нанести удары по неподвижной, да, мишени. Вот мы сейчас видели, Руслан несколько раз так просто закрылся за блоком и встал перед Алексеем. Он так неплохо поработал. Снова он встретил, снова на нем. Выступает хозяином, да? Да, то есть положение. инициатива в его. И вот здесь он отлично выбрасывает удар с правой руки и тут же выходит на переднюю. То есть это такая классическая установка, классическая модель, тактическая.
тактический план на бой, идти, сталкивать своего соперника, но при этом не каких-то, ну, не идти просто драться, рубиться, да, там, или что-то выбрасывать, не каких-то атакующих активных действий не производя, идти вперед, дергать, выжидать момент, провоцировать соперника на атаку. И пытаться ловить. Да, но постоянно быть собранным, чтобы каждое вот это движение ты улавливал и встречал. Ну вот, не первый раз, да, Москвин так здорово уходит от встречного удара, да, Белоусова. Причем он не забывает и работать по корпусу. Если вот так проанализировать, да, у нас вот то время, которое они уже пробоксировали, да, в первом раунде, мне кажется, Руслан был более подвижен и использовал ноги. То сейчас вот мы видим уже несколько моментов, он плотно встает на ноги и пытается побоксировать на средней ближней дистанции. Но Алексей вот четко пока встречает, ловит этот момент. Снова он на нем, рядом, пропускает, тут же встречает передний, добавляет. Раунд окончен. Опять же, я не знаю, какое решение судьи в этом раунде приняли, но пока, мне кажется, он все-таки еще один раунд в свою пользу записывает. Послушаем, что скажет. Попробуй на него. Покачай его. На него вправо пошел, вправо пробил. Какой удар ногами? Потаскай ногами и смотри. Все сделали, сейчас покажи класс. Покажи класс. Только не зарубайся с ним, понял? Ты слышишь меня? Челноки, правая грудь, прямо навстречу, правая грудь и левая нахлёст. Если он бежит, нахлёст, правая грудь. Понял? Давай, вытащи бой. Он полетит. Проваливай. Ну что ж, Алексею. Логичный вопрос, да, поставили перед Русланом. Ты хочешь быть в полуфинале? Ну, тогда надо работать, да, в третьем раунде. К сожалению, нет какой-то четкой установки, да, конечно, и каждый боксер может воспринять эту установку по-своему. Может быть, работать на ногах и уходить, может идти вперед и драться. А вот у Алексея в углу была очень четкая установка: выбрасывать правой навстречу и тут же выходить на переднюю руку. Посмотрим, получится ли что-то у него. Не зарубаться попросили Алексея. Ну, пока у него идут дела неплохо. Вот бросается Руслан. Алексей уходит от этих ударов. Ближней дистанции работают боксеры. Пытается Руслан переломить этот раунд, столкнуть своего соперника, пойти вперед, переломить исход боя. Достаточно уверенно на ногах стоит, да, Алексей Москвин. Ну, мне кажется, просто Алексей чуть лучше прочувствовал Руслана и так уже более комфортно уходит, чувствует дистанцию. Провалил, тут же попадает, но вот несколько ударов по животу он пропустил. Я слышу, секундант Алексея просит выбрасывать правую руку. Вот хороший обмен. К сожалению, рефери боя закрыл нам обзор спиной. Но пока Алексей не справляется с той установкой на третий раунд, которую давал ему тренер. Не зарубаться он его просил в начале раунда. Пока не получается, пока все-таки идет такая заруба у них. Почему, мне кажется, почему перестал проходить удар с правой руки у Алексея встречный? Потому что Руслан поменял стойку с левши на правшу. Посмотрим. Оба боксера, видно, так подустали. Хороший темп они с начала раунда, да, задали. Да, и остается им боксировать 20 секунд. И все оставшиеся силы сейчас надо, конечно же, использовать и активно
себя проявить, обозначив, да, свое желание выиграть, свою активность. Последние Вот секунды. Алексей последние секунды старается засушить вот этот пыл более молодого белоусого Руслана. Но я вижу, Алексей уверен в своей победе. Секундант, не, так скажем, недоволен действиями своего спортсмена. Опять же, мне кажется, что преимущество было чуть очевиднее у боксера синего угла. Но сейчас ждем оглашения результата боя. Итак, решение судей. Победу одержал боксер синего угла. Да, все-таки Алексей Москвин, да, как вы и предполагали, Василий. Я видел этого боксера, по-моему, 3 или 4 года назад. Он боксировал с одним из моих воспитанников на Кубке губернатора Санкт-Петербурга. И тогда мой воспитанник одержал над ним победу. Призером России он ни разу не становился, если не ошибаюсь. И вот спустя, по-моему, 3 года он выходит в полуфинал. Я думаю, что это большое достижение для него. И, скорее всего, оно закономерное, потому что бой сегодня он провел очень грамотно, очень расчетливо. Посмотрим. Да, во всяком случае, Алексей Москвин выходит в полуфинал и будет бороться за дальнейшее продвижение по турнирной сетке. Сейчас у нас следующая пара. Это в красном углу Аршак Тавмасян. Представляет он Москву. Его соперник в синем углу ринга Шахрияр Ахмедов из Новосибирской области. Шахрияр Ахмедов, представляющий Новосибирскую область, буквально, наверное, 3, может быть, 4 года. По-моему, 3 года он представляет вообще Россию. Раньше он выступал сейчас я вспомню, то ли за Таджикистан, то ли за Узбекистан. И даже доходил до финала чемпионата мира, да, за другую страну. Но вот он по каким-то обстоятельствам, может быть, причинам переехал в Россию, в Новосибирскую область. Сменил гражданство, получил гражданство и уже выступает не менее успешно на российском ринге. Он не один раз доходил до финала чемпионата страны. Да, если уточнить, он выходил в финалы главного боксерского старта страны в 15-м, 16-м и 17-м годах, то есть 3 года подряд. Да, 3 года подряд. По-моему, он с первого же его выступления на чемпионате России, оно и было в 2015 году в городе Самара. Опять же, он один из лидеров нашей команды, сборной России. Его соперник Аршак Тавмасян, представляющий Москву, спортсмен 93-го года рождения, боксом занимается 10 лет, является мастером спорта Российской Федерации. Из достижений. Да, в прошлом чемпионате, прошлогоднем чемпионате страны он вошел в число призеров, ну и также является победителем Спартакиады России. В Спартакиаде он одержал победу уже в этом году. Ну что ж, дорогие друзья, последняя пара четвертьфиналистов, последний поединок в весовой категории до 56 килограммов на этой стадии турнира. Аршак Тавмасян, Шахрияр Ахмедов. Вообще Шахрияр, он боксер такого контратакующего стиля, когда он, так скажем, работает в контратаке, то есть не ведет каких-то особых атакующих действий. То есть его задача выигрывать за счет ошибок соперника, то есть провоцировать его, заставлять лететь на себя, бить. И только после каких-то своих защитных действий, например, после уклона или после шага назад, он бьет в ответ или навстречу и доносит уже свои удары до цели. Он очень такой техничный боксер, хорошо двигается на ногах. Вот мы видим, очень чувствительный, чувствует дистанцию. Подтверждение, да, ваших слов, Василий. Шахрияр как раз здорово
уходит от атак Аршака и сам же тут наносит 5 секунд до конца свои раунда. удары. Но при этом мы, при всем, при том, что у нас такой вот, так скажем, работает в контратаке, да, у нас Шахриор, он сейчас так неплохо взвинтил темп. Давайте послушаем секундантов. Закончи пока. Только не маши, короче. Потом ты левый прямой покажешь, правый боковой доставай, а можешь сделать левый, правый прямой ударить. Только ниже бей. Слышишь меня? Что ты зажал? Пить хочешь? Давай, давай, пей. Нормально? Ну что ж, секунданты советуют Аршаку, они советуют бить без замаха, обманывать его, показать удар левой и нанести удар с правой руки, быть более внимательным. Ну что, Шахриору посоветовали сохранять спокойствие, сохранять рациональность, не торопиться и продолжать контролировать ход этого боя. Очень включает ноги, очень так неплохо у него получается работать с дистанции. Мы видим, он чуть выше своего оппонента. Нанес удар по корпусу. Это боксируют два боксера левши. Вот здесь неплохой обмен ударами. Пока бой идет без каких-то активных действий. Вот боксеры двигаются на дистанции. Только что, да, мы посмотрели, оказывается, Шахриор у нас раньше представлял Таджикистан. И на чемпионате мира, который проходил в Казахстане, в городе Алматы, Шахриор дошел до финала, представляя Таджикистан. Ну и как в начале этого поединка, да, мы отметили то, что Шахриор получил российский паспорт и с 2015 года выступает уже на чемпионате России. И как мы уже отметили, 3 года подряд выходит в финал. И очень интересно, что же будет на чемпионате России 2018 года. Ну, пока я вижу, что у него неплохо все получается. Он, так скажем, чувствует соперника, да. Лучше он наносит удары и тут же уходит, не пропуская в ответ. Контролирует ход поединка. Как я уже говорил, обычно он работает в контратаке, но вот здесь сейчас соперник уходит от него, и ему приходится самому предпринимать вот такие активные атакующие действия. Последние секунды второго раунда. Шахриор активно действует, пару раз попадает. Ну вот тут, да, Товмасян Даже пропустил. да, здорово дотянулся левой рукой. Конец второго раунда. И сейчас давайте послушаем секундантов. Хорошо, третий раунд. Да, как? Третий надо раунд выиграть. Понимаешь ты меня? Понимаешь меня? Передняя рука нужна. Передняя рука для этого нужна. Ты боковой хорошо попадаешь. Ну выведи себя на боковой правый. А ты не достань этой. Прямой достань. Двойный удар боковой. Живота на голову. Тренируется под руководством заслуженного тренера России Валерия Мутькина. Первый тренер Виктор Кожаев. Вот
Посмотрим наиболее яркие моменты второго раунда. Ну, пока мне кажется, что Шахриёр все-таки выигрывает бой. Очень хорошо у него получается работать с дистанции. Вытягивает на себя, встречает. Вот мы видим уже несколько раз его джеб доходит до цели. И тут же он оттягивается на свою дистанцию, где находится, так скажем, на безопасном расстоянии, с которого соперник, его оппонент, не может нанести жесткий акцентированный удар. Во время перерыва вот Аршак Товмасяну, да, вот говорили то, что нужна для того, чтобы победить в третьем раунде, нужна вот передняя рука, да? Ему постоянно уже вот второй раунд его просят, второй раз его просят обманывать, показывать, что наносишь удар одной рукой, тут же бить с другой. Где-то сдваивать удары, то есть наносить повторные удары с одной руки. Но опять же Шахриёр пока не дает ему этой возможности. Как только Аршак пытается с ним сблизиться, как только он пытается довести до цели этот удар, Шахриёр оттягивается назад или закручивает своего соперника в сторону. То есть это довольно непростая задача — нанести жесткий акцентированный удар до цели. Он очень подвижен. Вот здесь мы увидим, он выбрасывает многоударную серию и тут же уходит назад. Удар Аршака пролетает по воздуху. Ну и тоже отмечали не раз, да, то, что удары по воздуху отнимают определенное, да, количество энергии, сил. Конечно же, удары в пустоту, удары по воздуху, они очень и очень много сил забирают, не только физических, но и психологически. Влияет, да? Да, влияет на боксера, так, появляется, так скажем, неуверенность. Ты наносишь удары в никуда. Вот раз за разом Шахриёр уходит, наносит удары, уходит на дистанцию. Здесь рефери дает предупреждение Аршаку за нанесение ударов открытой перчаткой. То есть внутренней стороной перчатки. Это может привести к травме, рассечениям, ушибам. Поэтому, конечно же, такие удары рефери должен останавливать и обращать на это внимание спортсмена и судей. Безусловно. Ну, Шахриёр продолжает, да, вот, напрягать своего соперника. Своей передней рукой. Последние 10 секунд этого поединка. Товмасян идет вперед, но пропускает, видим. Но ему ничего не остается больше, как идти вперед, потому что, опять же, работая на дистанции, Шахриёр выглядит заметно лучше. И шансов на победу на этой дистанции он действительно меньше. Ну и в скором времени мы узнаем решение судей. И оглашение. В этом бою победу одержал боксер синего угла Шахриёр. Да, Шахриёр Ахмедов объявляется победителем этого боя. И таким образом мастер спорта международного класса из Новосибирской области Шахриёр Ахмедов выходит в полуфинал, где встретится с Алексеем Москвиным из Ульяновской области, который одержал победу в предыдущем поединке. Да? Ну а первая пара полуфиналистов будет выявлена позднее, так как мы помним, что поединок между Эдуардом Абзалимовым и Овиком Оганесяном закончился пока что, да, без результата. Там судьи посмотрят видеоповтор, после чего выявят победителя. Главная судейская коллегия будет пересматривать этот бой и, возможно, не один раз пересмотрит этот бой, и только после этого уже огласит свой вердикт, да, будет озвучен результат этого боя. Мы смотрим лучшие моменты
последней четвертьфинальной пары весовой категории до 56 килограмм, в которой победу у нас одержал Шахриор Ахмедов. Ну и у нас следующая пара. Разобрались мы с весовой категории до 56 килограммов. И сейчас уже в дело вступают боксеры весовой категории до 64 килограммов. Итак, у нас на ринге в красном углу Павел Федоров. Он представляет Тульскую и Ивановскую области. И против него Андрей Кириченко в синей форме из Санкт-Петербурга. Итак, Павел Федоров у нас в красной форме, является мастером спорта. Ему 22 года. Является чемпионом Центрального федерального округа. Финалист международных турниров. Такой вот представитель у нас Тульской и Ивановской областей. Вообще, Павел долгое время представлял только Ивановскую область, и это один из, так скажем, постоянных, да, извечных соперников нашего спортсмена Айтала Дьяконова, когда бои проходили по юношам, по юниорам, то есть они очень часто встречались в финале, да, то есть и между ними такая постоянная конкуренция была. Но вот в прошлом году Павел сменил весовую категорию, ушел в более высокий вес до 64 килограмм. И сразу же после того, как сменил весовую категорию, в Грозном дошел до полуфинала. Здесь, на этом чемпионате, я думаю, что он будет одним из лидеров веса, да, то есть одним из тех спортсменов, на которого делается ставка тренерским штабом сборной нашей страны. И пока вот все бои предыдущие, которые он провел, очень грамотно, очень расчетливо, да, то есть он в такой контратакующей, опять же, манере, да, действует. Получается, недавно, да, вот человек дрался в юношах, да, сегодня уже вот раз за разом покоряет, штурмует, да, пьедестал главного старта страны. Ну, скажем, по юниорам, да, он выступал, наверное, последний раз 4 или примерно 5 лет назад, да, но после того, как он закончил выступать в юношах, вот 3 года он выступал среди взрослых, но, скажем так, не было каких-то там высоких, больших достижений у него, да, и вот в прошлом году он стал призером чемпионата России в Грозном, да, и, конечно же, вот я не ошибусь, да, если, по-моему, он, да, точно я скажу, он выступал на матчевой встрече против сборной Кубы. Как я уже говорил, на этой матчевой встрече наш тренерский штаб смотрел, так скажем, смотрел на готовность наших ребят. И не зря они выбрали кубинцев, одну из самых сильных боксерских стран. То есть они провели матчевые встречи. И Павел очень неплохо отбоксировал. Он боксировал в весовой категории до 64 килограмм, но проиграл. Хороший обмен ударами в конце раунда. И давайте послушаем секундантов боксеров. Не гоняйся за головой. За головой не гоняйся. Мы слышим, как опытный тренер Александр Зимин рекомендует своему спортсмену не гоняться за головой, то есть не лететь все время, не бить по голове, а чаще наносить удары по корпусу. И, возможно, тогда будет легче доносить удары до головы. Подробно, да, мы познакомили телезрителей с достижениями Павла Федорова. Давайте теперь уделим время Андрею Кириченко. Является он мастером спорта. Так, получается, ему 21 год. Представляет он Санкт-Петербург. Является чемпионом, победителем чемпионата Вооруженных сил Российской Федерации 2016 года. Входил в число призеров чемпионата страны в том же году. И в 2018, в этом году, он
имеет в активе победу на чемпионате Санкт-Петербурга. Где и завоевал путевку Да. на чемпионат России. Вообще неплохой бокс он показывает, очень такие жесткие удары наносят. И даже через блок они зачастую проходят, то есть наносят такой урон Павлу. Заправили майку Андрею. Поединок возобновляется. Капа вылетает. Еще одна остановка будет. Сейчас промоют, да, Капу, и да, возобновляется встреча. Прямой удар левой рукой проходит у Кириченко. Федоров отвечает ударом в корпус. Получается у Андрея Кириченко столкнуть Павла, да. Ну, Павел у нас такой боксер, как я уже говорил, контратакующего плана, да. Он очень техничен, очень хорошо двигается на ногах, очень быстрый, да. Такие наносит очень быстрые удары. Но видно, что удары Кириченко Андрея из Санкт-Петербурга, они жестче, он вкладывается в них, они чисто визуально они мощнее выглядят. Конечно, он бьет меньше, может быть, он чуть медленнее, но по тем попаданиям, которые есть, мне кажется, удары его чуть жестче. Но не дает Павел воспользоваться ему этой жесткостью, да, своей. То есть и очень часто гасит его атаки, да, опережая его. В тот момент, когда Андрей собирается атаковать, он выставляет свою переднюю руку и гасит атаки. Вот здесь мы видим, он очень хорошо навстречу подловил. Вообще Павел очень такой грамотный, да, боксер с высоким интеллектом. Лишний раз он в обмен не пойдет, да. Вот здесь, к сожалению, сам пропускает удар. Здесь тут же встречает. Уходит отлично. Попадает. Тут же уходит. Вот здорово Павел в этом эпизоде достал, да? Да, Левой ну, рукой до головы. я думаю, что как раз здесь вот такой сейчас момент, да, что как раз-таки Павел хочет показать, в первую очередь, наверное, судьям, да, возможно, есть такой, ну, накал, да, в бою. Он хочет доказать свое преимущество не только в классе, да, скажем, но и чисто психологически показать в ринге, подавить своего соперника, да, доказать, что он может не просто переиграть его, да, то есть за счет быстроты, но здесь мы видим, он показывает свой характер, идет вперед, и так в такой неплохой зарубе. Он опять же выглядит очень неплохо, хотя я повторяю, что он, наверное, мог бы просто отбоксировать с дистанции, с минимальными потерями и с минимальными рисками для себя. Не спать, отцепился, отрабатываем дальше. 3 действия, 4 действия, активно. Отличные моменты нам показывают, да, здесь такие. Вот здесь попадание от Андрея Кириченко, еще одно попадание. Павел уходит от сильного удара, смещается. Апперкот хороший проходит в исполнении Андрея Кириченко. Итак, друзья, третий раунд. Третий раунд. Павел, так скажем, завелся, да, по-хорошему завелся, действует очень агрессивно. Ну что ж, я думаю, что выиграют от этого только зрители, да. Действительно приятно посмотреть на такой очень плотный бой с большим обменом ударами, когда удары достигают цели. И Это, конечно, всегда только радует. да, то есть приятно на это посмотреть. Конечно, наверное, не самый лучший вариант для спортсменов или, так скажем, не самый лучший вариант для тренера, но когда его воспитанник раз за разом пропускает, да, в обмене, потому что, еще раз я говорю, что цена каждого удара, она очень высока. Вот здесь Павел пропустил.
с передней руки. Я слышу, рефери, ой, прошу прощения, секунданты просят Кириченко Андрея тут же его добить. Но посмотрим, посмотрим, какие дивиденды он получит от этого мощного удара, да, который он донес до цели. По защите работает Кириченко. Пропускает. Ой, как здорово тут Федор, да? Федоров попадает пару раз. Так, ага, бой остановлен, бой продолжается. А вот здесь неплохо, да. Ну, очень плотно, очень хороший бой. Мне действительно приятно посмотреть. Да, в третьем раунде оба спортсмена попадают. Много попадают. Но еще раз скажу, да, что, конечно же, для зрителей это, наверное, лучшие бои, когда идет большой обмен ударами. И это очень, ну, выглядит со стороны, это, по крайней мере, очень зрелищно выглядит, да. Когда пропускает один, когда пропускает другой спортсмен. Вот здесь Павел ловит навстречу передней рукой. Так скажем, боковой на оттяжке он выбрасывает постоянно. Бьет двойку и тут же ловит на оттяжке. Ну, оба спортсмена проводят третий раунд очень активно. Вот мы видим, какой-то у нас, да, напряженный размен идет. И меньше 20 секунд остается боксировать в этом поединке. Собран Павел. Пропускает и вылетает капа. По-моему. Так. Да, вылетела капа. Так, вылетает капа у Андрея. У Андрея Кириченко. Оба боксера заведены. Желание победить очень большое у каждого из них. Ставки очень высоки. Вот нам показывает известного тренера Андрей Зимина. Посмотрим, посмотрим. Остается боксировать буквально несколько секунд. Бой окончен. Ну, тут такая, да, была серьезная конкуренция, если не ошибаюсь, после первого раунда. Вот боксеры, как завершился раунд, так постояли, битва взглядов состоялась. Да, это очень интересно было за этим наблюдать. Такое хорошее противостояние. На мой взгляд, небольшое преимущество было у Павла, но, думаю, для судей это опять же будет непростое решение. Послушаем. В этом бою победу одержал боксер красного угла Павел Федоров побеждает. Кстати, хочу обратить ваше внимание на то, что сейчас, точнее с прошлого года, да, вы видите, что на руках боксеров нету бинтов, которые, ну, мы привычно видим. Павел благодарит публику, судей. Еще раз. Да, значит, мы не видим бинтов на руках боксеров. Дело в том, что с прошлого чемпионата было официально разрешено тейпирование рук. То есть и многие из спортсменов сейчас используют тейпы, да, то есть это не бинты классические, которые, допустим, ну, очень долго и часто использовали, да, а уже используют профессиональное тейпирование. И, конечно же, удар в таких тейпах жестче. Ну и самое главное, что он минимизирует возможность получить травмы, да, то есть травматичность, минимизирует травматичность рук спортсменов, а это очень важно, потому что раньше очень часто от сильных ударов там были ушибы, ну и различные травмы, которые, а вот нам показывают эту дуэль взглядов, очень интересно было, да, которые могли повлиять на бои, там, которые, ну, то есть последующие бои, например, если человек вышел в полуфинал с травмой, то, конечно же, это доставляло проблемы ему, да, очень серьезные. Где-то вообще не могли боксировать. То сейчас очень многие, если не все, там, ну, не практически все, используют тейпы. Ну, по крайней мере, те люди, которые у нас в прошлогоднем чемпионате вошли в состав сборной России, я вот сейчас смотрю, практически все тейпируют руки. Ну да, как говорится, идет, да, у нас бокс ногу со временем, меняется и система оценок и все тому подобное, да, не стоим на месте.
Итак, у нас это уже вторая пара весовой категории до 64 килограммов. В красном углу, из красного угла у нас вышел Григорий Лизуненко, представитель Ханты-Мансийского автономного округа. И его соперника в синей форме Константин Богомазов представляет Пермский край. Константин Богомазов представляет Пермский край, но еще раз я хочу напомнить, что это, можно сказать, с нашего федерального округа, да, спортсмен. То есть он родился, вырос и все свое юношество и юниорский возраст он выступал за Приморский край. То есть был дальневосточником, после чего уехал, перебрался в Москву и долгое время представлял Москву. На этом чемпионате он представляет Пермский край. Это боксируют оба спортсмена, мастера спорта международного класса с большим международным опытом, с большим опытом выступления на соревнованиях самого высокого ранга. Да, то есть Константин у нас является как минимум участником всемирных европейских игр. Возможно, он даже был там призером. Честно говоря, вот точно не помню. Но в любом случае это одни из таких самых титулованных спортсменов данной весовой категории. Да, и что касается чемпионата России, у нас Григорий Лизуненко, он, получается, входил в число призеров прошлогоднего чемпионата в городе Грозный. Ну а Константин Богомазов является финалистом чемпионата России 2016 года. Тот турнир прошел в городе Оренбург. Ну и в этом году у нас Константин добился победы на чемпионате вооруженных сил России, прошедшей в городе Рязань. Также он победитель многих международных турниров. В 2014-2015 году он был призером чемпионата России. В 2016 году он доходил до финала чемпионата России. Давайте послушаем, что говорят секунданты своим спортсменам. Не надо всего. Сразу или отсюда, все, понимаешь? Темп держать. Не бросаться, все подходить. Оп. Слышишь, родной, да? Капа сполосните. На ногах вот здорово. Вот это тут направо, ты сюда свалил. Попрыгай, стой. Он простой, как есть, Ну что ж, что говорят Григорию Лизуненко? Не бросаться на своего соперника, не бросаться на Константина, подходить к нему, готовить атаку и держать высокий темп. Константину говорят, что его соперник простой. Держать, контролировать его дистанцию. Он легко читаемый, встречать просят больше. Ну и посмотрим, да, как будут развиваться события в этом раунде. Вчера мы помним, что Константин Богомазов одержал такую очень уверенную победу над спортсменом из Рязанской области Жестину Рамиру. Провел очень хороший бой, шел вперед. То есть, и сделал это довольно уверенно. А как я вам уже говорил, что Константин универсальный боксер, который может и идти вперед, там, зарубиться, но также может и отработать очень хорошо на дистанции. То есть он обладает очень хорошей техникой, очень подвижный боксер. Ну и самое главное, он универсальный, что, конечно же, большой плюс для него, как для спортсмена. Он может боксировать с разными спортсменами. Вот сейчас мы видим, что он очень часто включает ноги, а где-то он по ходу раунда, то есть меняет свою тактику, где-то сам перебивает соперника и там работает на средней и ближней дистанции. Ну и вчера действительно, да, вот в поединке Жестина Рамиру, он первые два раунда шел вперед, да, сам очень активно работал, атаковал, и потом Жестину понял, что он уступает, и уже Жестина в последнем раунде пошел вперед, ну и там уже сам пропускал навстречу. А да. Константин, мне кажется, этим воспользовался. Он понял, что он выиграл первые два раунда и в третьем раунде просто не стал обострять и отдал, так скажем, вот это территориальное преимущество, да, стал уходить канатом, начал двигаться, вытягивать на себя Жестину. Сейчас мы смотрим, он очень хорошо отрабатывает на средней и ближней дистанции, перекрывается, оттягивается корпусом, многие удары
Григория Лизюненко проходит по воздуху, как мы уже говорили, это отнимает очень много энергии. И самое главное, это очень часто отражается на психологии, да, спортсмена, вот, на его эмоциональном состоянии в данный момент боя. То есть все эти промахи они, не проходят бесследно, так скажем. Ну и 40 секунд остается во втором раунде. Ну, пока я вижу такое хорошее преимущество вот в этом втором раунде, оно так очевидно, так скажем, в пользу Константина. Ну, вот мы смотрим. Григорий у нас опытный боксер и несколько раз доводит свой боковой удар с передней руки. Плюс не забываем, что у нас еще есть и третий раунд. Григорий. Последние секунды. Очень взрывной. Раунд окончен. Послушаем, что говорят секунданты. Маску бросай, понимаешь? Когда бам-бам, защитился, прямые удары в голову, они идут, ты понимаешь? Еще? Ну, потерпи, родной, все. Ну, а что тогда? 50 боях одержал победу, в том числе провел 50 международных встреч, в 40 победил. Он махнул, добрал. В углу Григория Лизуненко, да, говорят о том, что надо использовать передние удары. Секундант отмечает, что проходит, да, этот удар. Прямые удары. Да, прямые удары. Нужно их использовать дальше. Ну а в углу Константина Богомазова говорят, что все неплохо, что нужно продолжать действовать в том же ключе. Итак, третий заключительный раунд. Мы видим, что Константин начал боксировать с дистанции. И после своей атаки сразу же уходит. Хорошо провалил Константин. Держит Григорий. Итак. Ну, пока не может Григорий тут подойти. Константин все видит, и каждое его сближение он контролирует передней рукой. Как только Григорий пытается провести свою атаку, Константин его встречает со смещением в сторону. Вот мы видим еще раз, это сайдстеп. Встречает, уходит. Вблизи не дает ему поработать, так скажем. Сушит бой, сушит его атаки. И Григорию по новой приходится бросаться на Константина, чем Константин и пользуется. То есть нанося удары навстречу. В принципе, я думаю, что Константин со своей задачей справляется очень хорошо. То есть снова он держит Григория на дистанции, уходит от его ударов. Но пока все, что у нас наносит Григорий, все проходит мимо. То есть или где-то это попадает в блок, или просто это удары по воздуху. Но вот здесь неплохо он атакует. Но очень много он бьет, конечно же, по защите. Да, попаданий действительно мало. Четких и точных, акцентированных попаданий. Вот здесь мы видим, Константин выбрасывает много ударов и тут же защищается, то есть уходит на нырок. Григорий отвечает тем же самым. Вот Григорий так с наскока выбросил удар с правой руки, и он прошел. Решил Константин подзарубиться вблизи.
Рефери Последние просит 10 секунд. поднять голову, чтобы не нанести друг другу травму, то есть исключить эти опасные движения головой. Отличный раунд для Григория Лизуненко. Мне кажется, он был лучшим из тех трех, которые были. Но, возможно, это даже какой-то тактический ход со стороны Константина, со стороны его команды, которые не стали обострять третий раунд, имея преимущество в двух предыдущих. Ну, на мой взгляд, боксер, представляющий Пермский край, Константин Богомазов, одержал в этом бою победу. Посмотрим, что сейчас нам скажут судьи. Победу одержал боксер синего угла. Да, Константин Богомазов объявляется победителем данного поединка. Итак, и Константин Богомазов из Пермского края, мастер спорта международного класса, выходит в полуфинал, где встретится с Павлом Федоровым, победу которого мы увидели в предыдущем поединке. Вообще очень хороший бой получился, очень плотный. И пока все бои, которые мы наблюдаем, они в такой довольно конкурентные, да, то есть за ними интересно наблюдать. В каждый из поединков минимум пауз, высокая плотность боя. Мы видим, как спортсмены, побеждающие в этих боях, меняют тактику по ходу боя, да, то есть где-то они уходят, где-то они работают, принимают, так скажем, такой жесткий бой. И, конечно же, одно удовольствие смотреть такие бои. К сожалению, не так много зрителей в зале, но я надеюсь, что завтра у нас, я напомню, выходной день, мы отдохнем, но уже послезавтра состоятся полуфинальные поединки, и надеюсь, что все-таки будет больше и больше зрителей. Да, приглашаем всех любителей спорта в Центр спортивной подготовки «Триумф» и призываем следить за ходом соревнований через наши прямые эфиры. Итак, следующая пара – это у нас Алексей Мазур, представляющий Санкт-Петербург, он в красной форме, и его соперник из синего угла Гусейн Магомедов из Дагестана. Алексей Мазур является мастером спорта международного класса, 91-го года рождения, призер чемпионата России 15 и 17 годов, победитель международных турниров. Представляет, еще раз повторюсь, Санкт-Петербург. Его соперник Гусейн Магомедов в синей форме представляет Республику Дагестан. Спортсмен 97-го года рождения, родился в Махачкале. Провел, ну как записано в анкете, да, боксом занимается 10 лет, провел 115 поединков, в которых одержал 100 побед. Но это общий счет. Но в этом году у спортсмена в анкете заявлено, что провел 15 поединков, и 14 из которых завершились победой Гусейна. Я напомню, что вот спортсмены из Республики Дагестан, они приехали одними из первых сюда к нам в Якутск, то есть они приехали еще в конце сентября, прошли очень хорошую адаптацию и акклиматизацию, и, как мы видим, они сделали это не напрасно, потому что очень многие из представителей Республики Дагестан вот сегодня в утренней программе вышли в полуфинал, то есть прошли в весовой категории 69 килограмм целых 2 спортсмена из одной республики. Причем один из них завершил бой досрочно. И, конечно же, видно, что функционально они готовы очень хорошо. Вообще, как мы знаем, да, в Республике Дагестан у нас культ единоборств. И очень многие их представители, да, там здесь представлены на этом чемпионате России. Выступают они довольно неплохо. И неважно, какие ты звания имеешь, если ты выходишь против спортсмена из Дагестана, это всегда жесткая оппозиция будет и жесткая конкуренция. Потому что проходных боев со спортсменами из Республики Дагестан быть не может. Неважно, что ты там до этого выигрывал, но в любом случае это всегда очень жестко. Сейчас мы видим, у нас, так скажем, чуть более титулованный спортсмен, мастер спорта международного класса Алексей Мазур из Санкт-Петербурга боксирует с Гусейном Магомедовым из Дагестана, с мастером спорта России. То есть
Но бой пока довольно очень ровный. И Гусейн составляет жесткую конкуренцию. Вот мы видим, он попадает навстречу. Да, Идет вперед, очень уверен в себе. Давайте послушаем, что же порекомендуют секунданты своим спортсменам. Боксом занимается 16 лет. Мастер спорта международного Не класса. целься только в голову. Представляет И вооруженные в силы туловище, России. начинай на голову. Не ведет. За головой не гоняйся, ты теряешь. Является двукратным призером чемпионата России. Чемпион международного турнира. На ваших экранах один из самых известных наших тренеров Александр Зимин, который тренировал многих профессионалов, и в том числе такую колоритную как бы личность, как Николая Валуева. Да, вот сейчас он работает с любителями и просит, чтобы Алексей Мазур не гонялся за головой, больше наносил ударов по корпусу. Давайте посмотрим лучшие моменты, фрагменты первого раунда. Ну, пока все очень такой, очень ровный бой. Да, конкурентный поединок идет, дорогие друзья. Ну и продолжая, да, вот разговоры о достижениях, да, дагестанских спортсменов на нынешнем чемпионате. Только за сегодняшний пятый соревновательный день турнира 3 представителя Республики Дагестан вышли в полуфинал. И вот сейчас мы видим Магомедов, да, вот, продолжает. Хочет войти тоже в число полуфиналистов. Еще один представитель Дагестана. Посмотрим, что из этого получится. Второй раунд. Ну, оба спортсмена очень быстрые. Мы видим, что Алексей, так скажем, чуть столкнул у нас Гусейна, но пока это, как бы, так скажем, не приносит ему такого явного преимущества. Да? Гусейн постоянно встречает. Вблизи спортсмены не работают, да, так просто стоят в клинче. Мы слышим, Алексею кричат из зала: грузи, грузи его. То есть постоянно висеть на нем рекомендуют. То есть напрягать, держать в напряжении. Серия ударов в исполнении Алексея. Вот Достает. Да, прямым ударом достает своего соперника. И тут же очень грамотно он так завязал Алексея, не дав отработать ему на средней и ближней дистанции. Но вот хорошо прочувствовал Алексей, ушел. Снова они стоят вблизи. Алексей Мазур у нас боксер левша. Мы видим, Гусейн работает с опущенными руками. Его джеб постоянно летит откуда-то снизу. И часто, очень часто он достигает цели. Да, здесь такой у нас высокий очень обмен ударами. То удары Алексея достают до цели, но тут же Гусейн отвечает. И очень сложно сейчас вот как-то определиться, кто на чьей стороне все же находится преимущество. Да? Мы видим, что Алексей идет вперед, пытается столкнуть Гусейна, но вот здесь очень хорошую атаку провел. Но тут же Гусейн ответил. Четкое попадание от боксера из красного угла. Давайте послушаем, что же скажет секунд. Подошел, обробил, от него и сразу к нему. Лех, молодец. Напряжение надо. Заберись, запрягись, последний раз. Ладно, Лех. Давайте послушаем, что же советуют все-таки секунданты боксеру из синего угла.
бежать. Первый половину потратил, будет бежать сейчас. Останови, так крути. Ну что ж, Гусейну советуют и говорят, что Алексей сейчас на него побежит. Твоя задача встречать. И встречать так жестко, чтобы получилось остановить Алексея. И крутить его. Крутить, уходить от него. То есть, что значит крутить? Это смещаться с линии атаки. То есть, не уходить по прямой, а закручивать то в левую, то в